В эфире программа «Патруль» и я, ее ведущая Анастасия Маслова. Жесткие ДТП, крупные пожары и интернет-обзор самых обсуждаемых происшествий в социальных сетях. Все это в сегодняшнем выпуске. Поехали! 2 человека погибли, 3 ранены. Это последствия аварии, которая произошла 25 апреля на территории Мангун-Тайгинского района. Около полуночи на дороге Хандагай-Тымугураксы перевернулся УАЗ. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получили 2 мужчин. Они скончались на месте. Также в Центральную районную больницу с различными травмами доставили водители и еще 2 пассажиров. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Еще одна страшная авария 25 апреля произошла в Кызыле. Напротив дома номер 56 на улице Колхозной столкнулись ИЖ и Тойота. Как рассказали в госавтоинспекции, ДТП произошло по вине пьяного водителя одной из машин. 43-летний житель столицы, управляя автомобилем ИЖ, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество Тойоте. Машины столкнулись. В результате дорожно-транспортного происшествия в резбольницу города Кызыла с различными травмами доставлены 3 – водитель и пассажир, виновный автомашина, а также пассажир другого транспортного средства. В медицинском учреждении водителя легкового авто установили алкогольное опьянение. Узнаем, сколько всего ДТП, в которых пострадали люди, произошло за неделю. Сводка ГИБДД. Далее. С 24 по 30 апреля в республике зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 11 пострадали. За неделю в Туве инспекторы задержали 71 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Из них 5 автоледи. Серьезный пожар в одном из крупнейших магазинов электроники и бытовой техники в Кызыле. Возгорание произошло 29 апреля на улице Дружбы. Сигнал на пульт дежурного поступил около 3 часов дня. На момент прибытия первого подразделения со 2-го этажа торговой точки шел дым. Огонь тушили 5 единиц техники и 10 человек личного состава. Но это был не единственный крупный пожар в тот день. Буквально через несколько часов возгорание произошло в еще одном крупном магазине электроники и бытовой техники. Уже на улице Магистральной. Сообщение на пульт дежурного поступило около 5 часов вечера. На момент прибытия первого подразделения горели на территории объекта кабина автомашины, мусор, сильное задымление было в здании. С огнем боролись 29 человек и 9 единиц техники. В первом случае возгорание по улице Дружба произошло в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. При пожаре пострадал утеплитель здания на общей площади 12 метров квадратных. Во втором случае в вечернее время поступило сообщение о возгорании магазина цифровой техники по улице Магистральной. Пожар был ликвидирован, пожаром нанесен крупный материальный ущерб. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. В настоящее время следственные действия продолжаются, причина и виновные лица устанавливаются. Серьезный пожар был и в Минусинске. О нем и других происшествиях, случившихся за пределами нашего региона, расскажу в рубрике «Интернет-обзор». Вот что обсуждали в социальных сетях на минувшей неделе. Смотрим. 25 апреля на Минусинском рынке загорелись торговые павильоны. По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Пожар тушили 5 машин. Огнем было охвачено 4 павильона, в которых торговали телефонами, одеждой и бытовой химией. Пламя от горящих ларьков было видно издалека. В МЧС отметили, что пожар начался в 19:36. Однако полностью ликвидировать возгорание удалось лишь спустя 3 часа. Известно, что в огне никто не погиб и не пострадал. По предварительной версии, пожар начался либо из-за короткого замыкания, либо из-за намеренного поджога. Сейчас причины возгорания устанавливают эксперты. В Барнауле пьяный водитель насмерть сбил девушку. 24-летний водитель кроссовера BMW X5, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пролетел на запрещающий сигнал светофора и протаранил универсал Ладу Ларгус с 62-летним водителем за рулем. После столкновения BMW буквально снес пешехода, женщину 1990 года рождения, которая в этот момент переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. По словам очевидцев, водитель BMW
БМВ уходила от преследования сотрудников правоохранительных органов. В результате ДТП женщина погибла, водитель «Лады» был госпитализирован. У погибшей остался маленький ребенок. В Новосибирске ликвидировано подпольное производство кофе под известным брендом. Нелегальный цех действовал на территории одной из промышленных зон. Согласно записям черной бухгалтерии, объемы производства составляли примерно 500 тысяч пакетиков быстрорастворимого напитка в месяц. Продукция реализовывалась как на оптовом рынке Новосибирска, так и отправлялись в соседние регионы. Обвинение предъявлено 5 новосибирцам в возрасте от 25 до 42 лет. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Пока двое заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция по статье – штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Теперь правоохранителям предстоит установить сумму ущерба, причиненного правообладателю товарного знака. Если и вы стали очевидцами какого-либо происшествия, делитесь своими видеозаписями в нашей группе ВКонтакте «Тува в объективе». На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу, и в заключении я, как обычно, напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания.